Во Владикавказе стартовал Кубок Кавказа по футболу. Юные игроки уже во второй раз поборются за престижный трофей. Футбольные академии со всего юга России прислали сюда лучших воспитанников. Турнир организован администрацией Владикавказа и призван укрепить дружеские связи между футбольными клубами Северного и Южного Кавказа. Первое и главное, что преследует вот этот турнир, дать возможность людям сдружиться, людям разных национальностей, мировоззрений, разных религий. И когда они рядом, когда они встречаются вот на футбольном поле, еще более важно то, что происходит вне футбольного поля, да, их общение, их совместное посещение там различных культурных мест, традиционных мест в Осетии, да, там каких-то природных интересных мест. Вот это совместное пребывание, здесь, в Осетии, оно даст возможность им почувствовать себя единым целым. Планировалось, что соревнования станут международными. В гости ждали команды из стран Закавказья, однако сход селя на военно-грузинской дороге помешал ребятам принять участие в турнире. Но и без них борьба ожидается нешуточной. Осетия представлена 4 командами. Юные футболисты из Владикавказа и Цхинвала надеются сохранить трофей в республике. 12 команд поделены на 3 группы. В течение 4 дней они будут бороться за выход в финал. А 5 июня определится обладатель кубка. Самому старшему участнику турнира не более 12 лет. И пусть о них еще не пишут в газетах, об их победах уже говорят. Сегодня на поле настоящая битва. Здесь важно каждое очко. И за победу юным футболистам придется попотеть. В матче открытия сошлись хозяева поля Владикавказский Барс и действующий обладатель кубка команда из Ставрополя. Футбол получился зрелищным, а счет оказался неожиданным даже для самых преданных болельщиков барсов. 8 безответных мячей отправили в ворота соперника подопечный Алана Агаева. Алан Геоев – капитан и главная ударная сила Барса. Сегодня его великолепная игра помогла хозяевам одержать разгромную победу. Забивать самому и отдавать голевые передачи партнерам – главная задача юного футболиста. А игра при своих болельщиках делает ее еще более ответственной. Игра была очень сложной, но мы подавили соперника в первом тайме и победили его. Когда вышли на поле, чуть-чуть было волнение, а потом, когда забили первый гол, мы почувствовали уверенность. Легкая победа в первом матче не должна расслабить игроков Барса. Для того, чтобы выйти из группы, им предстоит встретиться с ровесниками из Черкесска и Нальчика. Впереди у юных футболистов непростая дорога к финалу. Тимур Бароев, Батрас Пухаев, Валерий Гадзиев, Осетия ТВ.